Дубай Ибрагимов – инвалид второй группы. Живет пожилой мужчина один. Справиться с домашними делами, сходить за продуктами и приготовить еду ему помогает социальный работник. По федеральному закону об основах социального обслуживания граждан в России помощь Ибрагимову оказывается 2 раза в неделю. Спектр социальных услуг для населения широк. Это надомные услуги, медицинские, психологическая и материальная помощь. С этого года россияне будут получать поддержку по индивидуальному плану. Специальная комиссия изучит каждую конкретную ситуацию и определит, кто в какой помощи нуждается. Всего в регионе более 15 тысяч людей, получающих соцподдержку. Министерством разработаны 20 нормативно-правовых актов, которые направлены на реализацию социальной политики на территории Чеченской Республики. Среди основных моментов 442 федерального закона я бы хотел отметить еще такой момент, что он открывает большие возможности для участия частного сектора в предоставлении социальных услуг, скажем, в государственном секторе социального обслуживания. Это тоже, в свою очередь, способствует привлечению негосударственных и коммерческих организаций в систему социального обслуживания нашей республики. С этого года право на получение помощи от социальных работников получит более широкий круг россиян. Она будет оказываться всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Однако навязываться соцслужбы не будут. Они придут на помощь к тем, кто сам об этом попросит, написав заявление в органы соцзащиты. Мы полностью будем документацию свою менять. Основным нашим документом, которые раньше нам предоставляли подопечные, я знаю, что все будут предоставлять еще справку о доходе. Это, допустим, сколько он пенсию получает, мы уже должны будем знать. И раньше мы могли, даже не учитывая его размер, инвалида брать. Бесплатно будут помогать несовершеннолетним детям, тем, кто пострадал в результате чрезвычайных ситуаций или вооруженных конфликтов. Луиза Батыжева, Стаймир Хаджиев, Дауд Куруев. Новости.